Обратите внимание на посуду. Оказывается, это серебро. Во многих домах Монголии вы можете увидеть ее. Я никогда не обращала внимания, сколько она стоит, но посмотрела в интернет-магазине, и самая простая чаша, одна штука, стоит более 10 000 рублей или около $130 и до бесконечности. Это, это вы что, сейчас заказывали такое, да? А? Это вы заказывали такое, да? Или сами делали? Нет, мы сами купили Я ты знаю? это, и сделали в другом месте, но там, где басу делали. Это бирис. Традиционное монгольское блюдо представляет собой сладкую рисовую кашу на молоке. Это обязательное угощение на цаган-сар, так как относится к белым молочным блюдам. Мои дети сейчас играют в монгольскую традиционную игру кости. Называется она «Шагай на Адан». Это популярная традиционная монгольская игра с использованием бараньих лодыжек. Косточки представляют 5 видов скота: овца, коза, корова, лошадь и верблюд. Тут я на видео пью сутейцэ, которое только что приготовила хозяйка дома. Вообще, во время лунного Нового года чай с молоком является самым важным традиционным напитком. Then I there's some water, then milk, then some special this kind of things. Look at here. This is a for Mongolian. For tasting. It's like Buddha. Yeah, no, not Buddha. This is the special and the sute tat. I put here in the tree. Then put here in the milk half of the liter almost, and then 1 liter milk. Then next one, look at here. This is the best shatas. Shaktos, I know. Yeah, this is the Butter. butter. Yeah, special butter. That's it. Then I put here some in the Salt. salt. Mm-hmm. That's it. Then I have two like this, and I don't know how to say like this. First time I arrived in Mongolia, I didn't like the tea, so this suteitzai. But now I'm used to it, so I like it. Now I like it. So if sometimes they offer, what would you like to drink? I say usually, yeah, I like some suteitzai. I like it. Улбув– это традиционное монгольское печенье, которое выпекается для цаган-сар. Это плотные вытянутые изделия, слоев должно быть нечетное количество, сверху обычно украшают аарула, символизируя долголетие, достаток и семейные традиции. Ну и, конечно же, центральный элемент праздничного стола– это мясная тарелка, символизирующая изобилие и благополучие. Каждая семья ставит, что хочет– говядину или баранину. This is the utsama. You know, smoked. This is smoked meat. This is the and steamed. Smoked, steamed. На столе было представлено разнообразное меню из 3 видов мяса, приготовленных различными способами. Большой кусок говядины– это копченое мясо, сверху небольшие куски запеченное, и на видео я еще не показала, но было еще мясо на пару. Еще порежь. Ну и завершением стола были, конечно же, бузы из говядины.